Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу записать видео про оболочку человека или по-простому природу человека объяснить, попытаться из своей субъективной реальности. Никому не навязываю. Меня зовут Сава Политинский, я мастер Суцай, цифровой коуч. И вот что получается. Мы люди, да, мы люди. В этот мир пришли, имея свою природу. И природа человека, она одна у каждого. И в этой природе человека у нас заложено три оболочки. Три оболочки. Первая это оболочка, это тонкое тело. Можно сказать по-другому еще это душа. Так и напишем здесь, да, букву D. Душа или тонкое тело. Так и напишу. Она у нас маленькая. Мы ее практически к ней не обращаемся, к этой оболочке. Почему? Потому что она у нас сидит внутри, глубоко. А есть еще вторая оболочка. Она называется разум. Разум или сознание. Определим буквой R и буквой S. Разум, сознание. И вот эта часть нашей оболочки, мы иногда к ней обращаемся. Но самое главное, самая большая часть, в которой мы живем, это третья оболочка. Как вы думаете? И она большая. И мы практически 90% жизни живем в этой оболочке. И эта оболочка называется эго человека. Эго человека или самомнение наше. Наше самомнение. То, что мы в этой жизни имеем, то, что мы хотим, мы достигаем через наше эго. Или мы к своей цели идем с этой точки, с этой оболочки. В любой цели мы практически идем из точки эго. Или в жизни есть у человека, чуть попроще скажу, мы идем к цели через эго, через эгоизм, через достигаторство, можно сказать еще. По-другому еще сейчас молодые люди часто пользуются этим словом. Мы достигаторы и так далее. А есть еще цели. Можно прийти от третьей оболочки, от сознания третьей, второй оболочки. Это будет называться уже предназначение. Предназначение. И вот когда мы идем к цели от точки эго, от этой оболочки, от большой оболочки, да, нашей, все наши убеждения, все наши привычки, которые мы нарабатываем в своей жизни, все заложено в нашем эго. Почему? Потому что в нашем эго есть 4 аспекта. Это тонкий интеллект, это память, это само эго и наслаждение. И вот здесь в аспекте памяти, в эго, у нас записываются все наши убеждения, наши привычки. И мы через это мы всегда хотим брать нашу цель. Или энергия. Мы для достижения наших целей мы берем откуда? Мы берем от нашего «я хочу». Я хочу. Мне приятно, неприятно. Хочу, не хочу. И вот таким вот образом мы в этой жизни живем. И поэтому здесь нужно понимать в оболочке эго, да, в оболочке, вот большой оболочке, когда у нас убеждение закладывается каким-то образом. Ну, допустим, я достиг какой-то цели. И в этот момент
наше эго получает подтверждение. Наше эго получает подтверждение. Ага, оказывается, это я могу, я крутой. И тем самым мы даем себе признание. И каждый раз, когда мы себе даем признание, или еще социум нам дает признание, то наше эго утолщается с каждым разом. Или наши убеждения, наши привычки становятся, чем получает подтверждение через какие-то достижения каких-то целей, да, и тем самым у нас получается что? У нас получается эго постоянно утолщается. И вот таким вот образом мы всю жизнь проживаем, практически 90% жизни мы проживаем через свое эго, через свое самомнение. И тем самым мы беря энергию через признание, здесь, да, энергию откуда питается эго? Оно питается от признания общества, от признания, скажем, на работе, признания коллеги, признание дают родители, там дети дают, друзья дают. И каждый раз, когда не хватает признания, наше эго что хочет? Наше эго хочет эту энергию брать. И энергию он хочет брать через осуждение и через обсуждение. Через обсуждение. И тем самым эго что делает? Эго утолщается постоянно. А наша истинная, наша душа, оболочка, вот эта вот маленькая оболочка, да, и наша реализация каждого человека, она заложена в нашей душе. Наша душа хочет реализоваться, допустим, моя душа хочет реализоваться в этом мире через йогу, через дисциплину ума, через дисциплину. Почему? Потому что с рождения у меня энергия приходит только до плеч, а в голове у меня хаос, если я не в дисциплине. Поэтому моя душа будет, тогда я буду реализовываться от чего? Буду реализовываться от ума, через эго. И поэтому буду идти к своим целям через эго. И то, что и происходило. Здесь происходит через эго гонка за деньгами, гонка за материальными целями, гонка за наслаждением. И получается, социум постоянно здесь диктует другие цели. А когда душа идет через свое предназначение, то здесь у нас цель у всех одна. Она единая. Цель – это развитие своего сознания. И тогда мы действуем через свою душу, через свое предназначение, тогда нам становится легче реализовываться. Почему? Потому что в сознании, в разуме мы используем две оболочки. Душу или тонкое тело свое используем, да, попроще говоря, и используем наш разум и наше сознание. И здесь будет вопрос звучать не как в эго, да, самомнение, хочу, не хочу, а здесь будет звучать через целесообразно или нецелесообразно, разумно или неразумные действия. Вот поэтому есть такое выражение. Деньги, которые мы достигаем через свое предназначение, они будут приносить пользу. Пользу себе и обществу. А деньги, которые мы заработаем через свое эго, через социальные цели, они постоянно будут где-то растворяться. Мы их будем постоянно где-то терять. Они будут каким-то образом уходить от нас. Потому что эти деньги будут заработаны не по предназначению. Или мы людям отдадим долг, они не будут возвращать, или вложим какие-то акции, они сгорят, или вступим в какие-то финансовые проекты, и там потеряем деньги. И тем самым мы будем деньги постоянно терять. Вот так вот происходит примерно, вот так вот работает, скажем, или
лучше сказать, наша оболочка, да, наша аура, наша оболочка, она нам дает понять вот эти вот, как раз когда у нас проблемы, когда у нас нереализация, проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях, проблемы с деньгами, с финансами, самореализации нету, то нужно понимать, что мы проживаем где? Мы хотим цели достичь через третью оболочку, через эго. А когда у нас нет вопросов, когда мы здоровы, когда мы реализованы, когда у нас есть прекрасные отношения, когда мы живем в самореализации, то нужно понимать, что мы живем через тонкое тело и через разум, через две оболочки, которые внутри, которые вообще как будто не востребованы. А наверху находится только эго. Вот так вот работает наши оболочки. Спасибо.